В советские времена во всех учебниках истории утверждалось, что Башкирская республика была образована в марте 1919 года как результат доброй воли и мудрой национальной политики большевиков. Уфимский поэт Константин Приуральский через 6 дней после смерти Ленина написал: «На этот край, всеми забытый, что в темноте веков блуждал, войной гражданскую забитый, твой взор страдальческий упал. Твой гений вывел на свободу весь край башкирский, нам родной, дав автономию народу, спас от судьбины роковой». В посвящении написано: «Вековечный венок на могилу Владимира Ильича Ленина, великого вождя и основателя башкирской автономии». Как видим, миф о Ленине, основателе Башкирской республики, начал складываться еще в далеких 20-х годах. Валидов, подлинный основатель республики, был предан анафеме, а сама история образования БАССР была кардинально отредактирована. Сегодня уже ни для кого не секрет, что Башкирская республика была образована еще в 1917 году, а в 1919 состоялось лишь официальное признание со стороны советской власти. В мае 1920 года декретом Центральной советской власти Башкирская республика лишалась значительной части своих прав. Валидов в это время на положении заложника пребывал в Москве. Он хочет вернуться на родину, но Ленин и Троцкий резко возражают против этого, опасаются нежелательных последствий его возвращения в Башкирию, учитывая фантастическую популярность Валидова среди населения. Они хотят использовать его для дела экспорта пролетарской революции на восток. Но Валидов не желает быть игрушкой в руках большевиков. Путь в Башкирию ему был закрыт, поэтому он решает уйти в Среднюю Азию. Майский декрет 1920 года, урезавший права Башкирской республики, вызвал бурю негодования. Новый председатель БашЧК Лобов, недавно прибывший в Стерлитамак, удивленно писал: «В Башревкоме встретили прохладно, сказав, что против меня, как личности, ничего не имеют, но не согласны принципиально с подчинением БашЧК Всероссийской чрезвычайной комиссии. Здесь, по-видимому, не считаются контрреволюцией выступления перед парадом войск с речами такого содержания, что Ленин изменил башкирскому народу, что им автономии не дал никакой, что они одинаково будут бороться и с Колчаком, и с советской властью». Незадолго до своего отъезда в Туркестан Валидов отправляет из Москвы тайное послание своим соратникам в Башкирии. Центр отнимает все экономические богатства Башкортостана, а также подчиняет себе их политические органы. Нам оставляет нечто вроде национально-культурной автономии. Поэтому он приказывает своим соратникам оставить посты и поступить по его примеру, то есть разъехаться по Востоку для организации сопротивления большевикам. 16 июня члены Башревкома собираются на тайное совещание в деревне Новоусманово Бурзян-Тангауровского кантона, где принимают декларацию. Ввиду великодержавных тенденций, всячески тормозящих развитие нацменьшинств, недоверия Центра к башкирским коммунистам, башкирские ответственные работники покидают Башкирию, уходят в Туркестан для создания самостоятельной Восточной коммунистической партии. Валидовский Башревком прекратил свое существование. Начался новый этап в истории республики. Отто фон Бисмарк говорил, что революцию замысливают романтики, осуществляют фанатики, а ее плодами пользуются негодяи. Нечто похожее произошло и с Башкирской республикой в 1920 году. Романтики федератизма, мечтавшие о Соединенных Штатах России, давно покинули этот мир. Фанатики типа Валидова притворили этот идеал в жизнь. И вот после самоликвидации Валидовского Башревкома во главе Башкирской республики встали нигилисты, ликвидаторы этой самой республики и самой идеи автономии вообще. Первый Всебашкирский съезд Советов открылся 25 июля 1920 года в Стерлитамаке. Уже само слово «всебашкирский» являлось насмешкой над подобного рода собраниями, ибо на съезде не было ни одного представителя коренного населения республики. Съезд осудил старый состав Башревкома как антинародный.
Но самым роковым решением съезда стало избрание на пост председателя Башцик и Башкирского совета народных комиссаров ярого врага башкирской автономии и башкирофоба Гали Шамигулова. Аресты и расстрелы сторонников бывшего Башревкома становятся обыденным явлением. Мы же знаем его заявление. Он даже Сталину заявил: вот, если бы вы не помешали, мы готовы были расстрелять Ахмед Закивариди и так далее. Помните, это когда вот в 23 году секретное совещание было, Сталин даже об этом говорил, что мы тогда не пошли на этот шаг, что Шамигулов был неправ и так далее. Он даже вот так наставлял Сталина в свое время, обвинил его в мягкотелости. Сталин, кого? Вот это был Шамигулов. И этот человек занял вот самые ответственные посты в республике. Политика Шамигулова привела к тому, что в горах Урала возникает партизанское движение. Диктатура Шамигулова была настолько невыносима, что в рядах повстанцев оказываются не только враги большевизма, но и убежденные коммунисты-башкиры, ибо режим, установившийся в Стерлитамаке, носил откровенно антибашкирский характер. Во главе повстанцев становится бывший председатель Башчака Сулейман Мурзабулатов, который, несмотря на свои коммунистические убеждения и работу в ЧК, не смог спокойно смотреть на вакханалию террора, свирепствующую в Башкирии. Центром восстания стал Бурзян-Тангауровский кантон. Руководитель операции по подавлению восстания, уполномоченный Башчака Владислав Поленов, объявил в кантоне военное положение и принялся без суда и следствия истреблять гражданское население. Шагид Худайбердин, занимавший тогда пост председателя Бурзян-Тангаурского ревкома, писал: «Военный совет, созданный Поленовым, становится во главе кантона и открывает беспощадную резню башкир». Поленов имел явные садистские наклонности. Как свидетельствовали потом очевидцы, в каждой башкирской деревне для внушения животного страха расстреливались до 12 совершенно безвинных человек. В одном из архивных документов, свидетельствующих о зверствах первого сводного коммунистического полка, записано: «При пытках заключенным грызли уши, кололи штыками, разрубали шашками и бросали трупы в шахты. Одного человека Поленов поставил на колени и нанес несколько ударов шашкой по голове. Отколол череп и спросил, мол, не надо ли сделать перевязку. Тот с усмешкой что-то произнес, тогда Поленов в его обнаженные мозги всадил штык». Всего в результате поленовщины, как потом было названо это явление, было убито до 3000 человек. К осени 1920 года восстание не только не потушено, но, напротив, распространяется подобно лесному пожару. Огнем мятежа охвачены уже не только Бурзян-Тангауровский кантон, но и Тамьян-Катайский, Усерганский, Юрматынский. Восставшие организуются наподобие регулярной армии, организуется Реввоенсовет, все отряды сводятся в одну дивизию, которая получает название Башкирской повстанческой Красной армии. Шамигулов призывает на помощь известного карателя Чеверева, прославившегося при подавлении крестьянских восстаний в Уфимской губернии, а также комбрига Ивана Каширина. По пути следования чеверевцы останавливались в башкирских деревнях и говорили, что, дескать, мы из валидовской армии. Отношение к ним сразу же менялось. Чуть на руках нас не носили, читаем мы в мемуарах бывших чеверевцев. Тут на стол все являлось. Кумыс, масло, баранина. И говорили: вы ведь наши, и для вас мы готовы пожертвовать всем имуществом, а вот скоро пойдут из Стерлитамака красные черти, которых мы и в избу не пустим. Затем чеверевцы говорили правду, что они и есть эти самые красные черти. И далее следовала кровавая расправа над сельчанами. В октябре 1920 года повстанческая башкирская Красная армия повела наступление на Белорецк, Баймак и Стерлитамак. К башкирам присоединяются русские и казачьи отряды Выдрина, Ланина, Косарева. Видя, что жестокости только озлобляют население, уполномоченный ЦК РКПБ Мостовенко приходит к мысли о необходимости переговоров с лидером движения Сулейманом Мурзабулатовым. К этой мысли приходят и другие московские представители, так как анализ ситуации подводит их к выводу, что первопричиной восстания являются перегибы в национальной политике Шамигулова и его подельников. Так начальник политуправления Башкирии Голодович писал:
Анализируя все данные, пришел к заключению, что поводом башкирской махновщины является фактически наш башкирский политический центр, который после валидовщины не сумел энергично повести в широком масштабе агитацию и пропаганду и очень нетактично поступал в своей работе. Например, ко мне приезжают с докладом из Бурзян-Тангауровского кантона и доносят, что в селе Баймак есть уполномоченный обкома и баш-ЧК некий Поленов, который без суда и следствия расстреливает людей налево и направо очень грубой и нетактичной малой. То есть они поняли, что слишком перегнули палку, переборщили, вот назначив Шамигулова в Москве тоже, вот центральной сами власти, что народ голодает, понимаете? Это по существу Полен уже проводил политику геноцида против башкирского народа. В этих условиях Центр счел за благо начать переговоры с Мурзабулатовым. Между повстанцами и правительственными органами было заключено соглашение, основными положениями которого были амнистия всем участникам восстания, удаление из Башкирии Шамигулова и его подельников, а также признавалась ошибочная практика грубого вмешательства Центра через своих представителей в дела республики. Весь 1919 и 1920 годы башкирское правительство и войска провели в сражениях, военных и политических. Но не одни лишь ратные дела и хитросплетения политики составляли содержание деятельности башкирского национального движения. Воодушевленное успехами на политическом и военном поприще, руководство республики активно действует и в области экономики. За дело взялись творчески, даже слишком. Они не стали копировать букву в букву экономическую политику Центра, а изобрели собственную. За годы гражданской войны территория Башкирии 6 раз становилась театром военных действий. 6 раз фронт железным катком прокатывался по ней, забирая жизни местного населения. Те же, кто остался в живых, были обречены на голодную смерть ввиду полного расстройства хозяйства. Уполномоченный Центра Тимофей Сидельников писал: «Пока в столицах идет эта война, там, в глубине лесов, народ башкирский вымирает тихо, безропотно, геройски, от тифа, голода и безработицы. Думаю, что минимум 25-30% башкир за эту зиму отправилось на тот свет. Какой-то тихий ужас охватывает тебя, когда видишь эту немую трагедию». Видя ужасные последствия войны, а также широко толкуя автономные права Башкирской республики, Валидов и его соратники отказались от политики ликвидации частного предпринимательства и ограбления села. Напротив, именно в рыночных методах управления экономикой они видели способ накормить голодающее население. Именно либерально-экономическая, по мнению башкирского правительства, политика должна была стать главным инструментом расширения своей социальной базы. Представитель Всероссийского совета народного хозяйства Нимбицкий как-то высказался о башкирских деятелях. Все их действия напоминают действия детей. Настолько они беспечны или их опьянила власть. Они уже толкуют о каком-то товарообмене между Башкирией и соседними губерниями. Все так называемое ребячество башкирских властей заключалось в том, что они дерзнули воплощать в жизнь условия соглашения о советской автономии Башкирии, предполагавшего широкие права республики как автономного и самостоятельного хозяйствующего субъекта федерации. В то время как среди большевиков как раз-то и свирепствовала детская болезнь левизны. Вся вина башкирских руководителей в глазах уфимских и оренбургских коммунистов заключалась в том, что они пытались противодействовать шариковскому пониманию государственной политики – все отнять и поделить. Во всей стране Советов единственно возможной формой хозяйствования была политика военного коммунизма, которая требовала национализации промышленности, свертывания товарно-денежных отношений, запрета на свободу торговли. Одним словом, полный демонтаж рыночной экономики. Рабочие и служащие должны были отбывать трудовую повинность, получая за это лишь скудный паёк. На селе эта политика приняла не менее уродливые формы, выразившиеся в форму продовольственной разверстки. У крестьян отбирались все запасы хлеба, реквизировался скот, труженики села обрекались на полуголодное существование. Но самое главное, у них уничтожался стимул к производству сельхозпродукции. Зачем что-то производить, если завтра все отберут?
Иное дело Башкирия, руководство которой, широко трактуя свои автономные права, отказалось проводить губительную для экономики и населения политику военного коммунизма. На всей территории Советской Республики Башкортостан оставался единственным островком рыночных отношений и относительного материального благополучия. Автономный НЭП – это экономическая политика башкирского правительства, которая действовала в 1919-20 годы, назван так не только по известному термину «новая экономическая политика», которая началась в России в 1921 году. По сути дела, автономный НЭП, по мнению некоторых исследователей, по форме, по содержанию и даже концептуально, это именно та модель экономики, которая станет господствующей впоследствии в России с 1921 года. По своей сути, автономный НЭП в условиях Башкирской республики состоял из нескольких основных пунктов. Конечно, то, что в основе лежал свободный рынок и свободная торговля, касалось, конечно, это самого главного сегмента экономики – это промышленности. Крупные и средние предприятия, в основном в Башкирской республике это горнозаводская промышленность, горнозаводские заводы, получили возможность производить помимо основной деятельности, заниматься производством товаров повседневного спроса. Говоря современной экономической терминологией, это право предприятия заниматься коммерческой деятельностью. Самый первый аграрный акт Башкирской республики от 14 октября 1919 года закреплял незыблемость существования крупных и средних крестьянских хозяйств. Политика башкирского правительства была направлена на развитие фермерства, то есть единоличных хозяйств, производивших основной объем сельхозпродукции. Мы знаем, что в Продразверске очень жесткая, централизованная политика по насильственному отбиранию хлеба из деревень. Отвертеться или отказаться от продразверстки ведь Башкирская республика в принципе не могла, и постаралась создать такие условия для крестьянских хозяйств, чтобы смягчить удар стороны продразверстки. По сути дела, вот в чистом виде продразверстки ее и не было, потому что Башкирская республика тут же приняла ряд законов, касающихся сельского хозяйства, где продразверстка заменялась продовольственным налогом, но не поголовно и унифицированно ко всем крестьянским хозяйствам, а именно с абсолютным учетом состоятельности крестьянских хозяйств. Поддержка трудового хлебопашца, хуторянина, вступала в резкое противоречие с военно-коммунистическими методами управления селом. В Наркомземе РСФСР эта политика однозначно трактовалась как буржуазная. Свободный рынок, составляющий важнейшую часть так называемого автономного НЭПа в Башкирии, был направлен на то, чтобы в первую очередь обеспечить население республики всем необходимым. В Башкирию стекались контрагенты различных российских учреждений, частные торговцы, чтобы сбыть свою продукцию на рынках Башкирии или наоборот, приобрести здесь дефицитный товар. В результате товарное содержание рубля на территории Башкирии было самым высоким во всей России. Соответственно, раз рынок сохраняется торговля, и крупные предприятия, и мелкие предприятия промышленности, и сельское хозяйство, все втянуты в систему рынка, разрешается ввоз товара. И все это привело к тому, что в Башкирии сохранились товаро-денежные отношения. Это было принципиальное отличие Башкирской республики от России в этот период, потому что в условиях военного коммунизма денежные знаки в России практически не использовались и не имели хождения. А в Башкирии они использовались, имели хождение, товаро-денежные отношения активно развивались, поддерживались. И это принципиальное отличие создавало, в общем-то, для экономической политики башкирского правительства очень хорошую подоплеку для реализации своих политических программ, политических планов. Из Башкортостана был запрещен вывоз сырья, продуктов питания, леса и других природных ресурсов. Все это было объявлено собственностью республики. Таким образом, башкирские лидеры первыми отменили политику военного коммунизма, заменив ее рыночными отношениями и товарным обменом. Через год также поступит и Ленин, назвав это НЭПом, то есть новой экономической политикой, которая уже была опробована в Башкирии. Пока в Стерлитамаке и Уфе кипели страсти по поводу январского конфликта, в феврале 1920 года на территории Уфимской губернии вспыхнуло так называемое восстание Черного Орла. Территориально оно не имело отношения к Башкирской республике образца 2020 года, но сыграло выдающуюся роль в дальнейшей ее судьбе.
Гужвенко, автор нескольких работ по так называемым кулацким мятежам в Башкирии и непосредственный участник тех событий, писал: «После неудачной попытки произвести контрреволюционный переворот в середине января 1920 года в Стерлитамаке, где находился тогда центр БАССР, агенты националистов-валидовцев разъехались по уездам и властям и через преданных им мул повели бешеную агитацию против большевиков и советской власти». Выражение Гужвенко, выдержанное в лучших традициях исторического материализма, камуфлирует реальный факт восстания крестьянских масс против советской власти. Видя, что в соседнем субъекте РСФСР разрешена свободная торговля, практически не действует продразверстка, нет гонений на религию, крестьяне Уфимской губернии начали целыми властями присоединяться к Башкирской республике. Башкирское правительство очень желало создать тот образ национального автономного государства, который заботится в первую очередь о населении. Это уже, естественно, продвижение политических планов. Соответственно, в условиях войны, это условия войны, как мы знаем, в условиях, в общем-то, угрозы голода, угрозы разрухи, можно проводить такую экономическую политику, которая защитит население, будет обеспечить и продуктами питания, и товаром повседневного спроса. Поэтому вот такой образ Башкирской республики был очень привлекателен не только для населения республики, но и соседних регионов. Конечно, в этом отношении для советского государства экономическая модель Башкирской республики была крайне опасна. Она была, наверное, даже более опасна, чем те политические лозунги, которые в национальной автономной республике Башкир выдвигались. Уфимская губерния затрещала по швам. Уфимские продовольственные агенты с тревогой докладывали: довести до сведения губернского ревкома о самовольных переходах целых селений к Башкирской республике, Надеждинской, Свято-Троицкой, Тюрюшлинской и Нагаевской властей. Это были, как говорится, цветочки. 10 февраля 1920 года крестьяне деревни Новая Елань Мензелинского уезда истребили уфимский продотряд из 35 человек, прибывший для реквизиции зерна. Инцидент стал сигналом к всеобщему восстанию. 10 тысяч повстанцев, имея всего лишь 150 винтовок и 2 пулемета, двигались с северо-запада в сторону Бирска. Другая группа двигалась с юго-запада на Белебей. По оперативным данным, обе группировки должны были соединиться в районе Чешмов, а затем идти на штурм Уфы. Председатель Белебеевского уездного исполкома Клюев докладывал из Белебея в Уфу. Банды восставших находятся в 64 верстах от Белебея. В захваченных прокламациях повстанцев фигурируют лозунги: «Долой коммунистов», «Да здравствует Красная Армия», «Да здравствуют большевики» и «Свободная торговля». Согласно захваченного приказа, повстанцы имеют целью двинуться на Чешмы, якобы для соединения с ожидающих их там Закием Валидовым. Население, в особенности кулаческое и башкирское, встречает эту банду везде восторженно. Советские партийные органы на местах пребывали в состоянии паники. 1 марта ими был без боя сдан Белебей. Троцкий в бешенстве отбивает телеграмму. Временная сдача Белебея почти невооруженным бандам представляет собой факт неслыханного позора. Предлагаю Реввоенсовету Туркфронта через безусловно компетентных следователей выяснить обстановку сдачи Белебея для привлечения виновников как изменников и предателей. Восстание «Черный орел» идеологически было многослойным. Тут был и стихийный протест против продовольственной диктатуры большевиков, и религиозный пафос борьбы за веру, и, конечно же, автономистский порыв Башкир-Уфимской губернии, вылившийся в движение за присоединение к Башкирской республике. Показательно, что этот лозунг поддержала подавляющую часть татарского населения Уфимской губернии. Вместе башкиры и татары составляли 70% населения этой губернии. Валидов в своих воспоминаниях пишет: «В татарских деревнях проклинали красных, происходило столпотворение, будто наступил судный день. Присоедини нас к Башкортостану, освободи, защити, мобилизуй сыновей в свое войско», взывали ко мне. Пришли к нам и посланцы многих русских сел и деревень, также выражая желание быть в составе Башкортостана. Большевистская газета «Вперед» сообщала: в некоторых селах даже попы самвона ведут агитацию за присоединение к автономии башкир и за отделение от анархичных великороссов, отбирающих у церкви земли.
Информация, поступавшая с мест, приводила уфимские власти в отчаяние. Среди крестьян Уфимской губернии распространялись листовки, в которых говорилось следующее. Заки Валидов во главе войска идет для уничтожения коммунистов. Будут убивать всех, кто общался с коммунистами. К башкирской автономии отошли губернии Пермская, Уфимская, Казанская. Предстоит борьба с коммунистами, но бояться нечего, так как стоит об этом сообщить Заки Валидову, как он сможет их освободить. Население губернии на общих сходах составляли приговоры о присоединении к Башкирии. К примеру, чекисты получили информацию, что в Чукады-Тамаковской волости появились контрреволюционные агитаторы, истолковывая в извращенном смысле Баш-республику, агитировали за башкирского короля Заки Валидова о том, что не будет коммунистов и будет там свобода. На проходившей в дни восстания конференции уфимской организации РКПБ Борис Эльцин, лидер местных коммунистов, горько признался: «Замечается полное разложение советской власти, как в самих советах, так и в войсках. Полный паралич власти. Здесь нет слоев, поддерживающих советскую власть. Мы представляем из себя каких-то бонапартиков, оторванных от масс. В Уфимской губернии мы получили полный политический провал. Нужно сделать так, чтобы население было кровно заинтересовано в поддержании советской власти. Мы находимся на краю гибели. Если это восстание будет подавлено, то следующее, более организованное наступление может свергнуть не только нас, но и вообще советскую власть». Тем временем власти уже оправились от первого шока, в который они погрузились в начале восстания. Из Уфы выступили части ВОХР численностью около 8000 человек. Одновременно в тыл повстанцам ударили части Туркестанского фронта. К концу марта восстание было подавлено. По подсчетам башкирских историков, за годы гражданской войны численность башкирского народа в результате красного террора и голодомора сократилась на 600 тысяч человек. Близки к этим оценкам и данные писателя Михаила Веллера. Он в частности пишет: «И в середине России, далеко от всяких границ, коммунистам приходится вести самую отчаянную войну. Некоторые народы просто категорически не хотят опять оказаться в империи. Убийство народов цивилизованных, евреев, поляков, немцев, все же обычно становится известно миру. Весной и летом 1920 года по реке Белой плывут трупы башкирских повстанцев, их жен и детей. На грудных младенцев красные обычно не тратили пуль, их просто топили вместе с уже мертвыми матерями. Мир ничего не знал об этом. Число башкир уменьшилось на треть после войны с советской властью в 1920 году. В 1897 году на земле жило 1,5 миллиона башкир и всего 1 миллион в 1926. До сих пор численность народа ниже, чем была до войны 1920 года. Михаил Веллер. Гражданская история безумной войны. Говоря об исторической роли в восстании «Черный орел», следует сказать, что оно сыграло решающую роль в образовании так называемой Большой Башкирии, сложившейся путем слияния Малой Башкирии и значительной части Уфимской губернии. Восстание стало своеобразным плебисцитом по вопросу о статусе упомянутой губернии. После произошедшего восстания ее судьба была предопределена. Повстанцы заявляли, что главным нашим организатором является Заки Валидов. Перебив коммунистов, мы избрали бы главой правительства Заки Валидова. Ему мы дали слово, обещали. Восстание «Черный орел» предопределило судьбу Уфимской губернии. 27 мая 1920 года декретом советской власти была образована Татарская АССР, к которой отошел Мензелинский уезд Уфимской губернии. 14 июня 1922 года вышел декрет в ЦИК о расширении границ автономной Башкирской Советской Социалистической Республики. Уфимская губерния упразднялась. Уфимский, Стерлитамакский, Бирский и Белебеевский уезды входили в состав Башкирии, а Златоустовский – в состав Челябинской губернии. Этот акт завершал собой долгий и тяжелый процесс образования и становления Башкирской республики, сначала в пределах так называемой Малой, а затем Большой Башкирии. Это была геройская борьба башкирского народа за свою вековую мечту, которую на разных этапах поддержали и другие народы, населяющие наш край.
В башкирских войсках верой и правдой служили татарские офицеры, братья Терегуловы, небезызвестный лидер штата Идель-Урал Ильяс Алкин, множество русских, поляков и чехов. В условиях братоубийственной гражданской войны республика сумела найти свой неповторимый путь, дав начало новой парадигме государственного устройства, а именно российскому федерализму, основанному на экономической самостоятельности регионов. И в этом заключается историческое значение Башкирской республики для судеб нашей страны.